Ну что ж, всем привет, всем здравствуйте любителям хип-хопа и урбан-музыки. Это радио Бастау, и сегодня на Small Talk с вами DJ Abel и Айбек. Да, и сегодня у нас в гостях Элвин Today. Йо-йо-йо-йо, всем Салют, ассаламу бро. алейкум, всем ассаламу алейкум, рад всех слышать. Да, sorry, бро. Элвин Today это один из немногих людей, которые типа делают такую музыку. Это твой любимый рэпер для, Это твой любимый рэпер детства, по-любому, с детства. Не так, Ты про как это хотел сказать? Любимый рэпер твоих любимых рэперов. Даже так. Да, это твой любимый рэпер твоих любимых рэперов. Да, это слишком сильное звание, но я знаком у всех твоих любимых рэперов, как минимум, это точно. У многих играют твои песни, твои текста. Правильно, зарабатывайте мне бабки. от этого. Слушай, бро, давай ближе познакомимся для наших слушателей. Расскажи, пожалуйста, когда ты начал, с чего ты начал свой хип-хоп путь, свой путь ниндзя, можно так сказать? Ну, как в Библии, да, в начале было слово. Да, в принципе, я всегда тяготел к рифмованию, то есть я с 7 лет писал стихи, потом где-то в лет 11-12 мне дали группу Многоточие, по-моему, если не... нет, это был Децл, я увидел его по телеке, потом ко мне пришел брат, говорит, что за попсу ты слушаешь, вот тебе нормальный рэпак, и мне там закинули касту, Многоточие, да. Ноунеймерс, вот весь этот русский рэп, а потом я увидел Эминема, и я подумал, не, вот это нормальный рэп вообще. И вообще изначально я как бы больше батл-рэпер, просто на батл-рэпе бабки не сделаешь, поэтому я такой думаю, наверное, надо все-таки людям тоже что-то давать. И начинал делать какие-то такие попсовые вещи, и так я начал угорать еще по школе, типа, я смотрю, чуваки там, типа, на девчонок липнут, будут рэп про девчонок писать. Потом смотрю, чуваки смотрят всякие там мультики, думаю, про мультики буду писать, и сам подсел на Наруто в тот момент. Да. И так появилась вот эта песня, которую все думают, что это Get the Dogs, а это, к сожалению, не они, для них, к сожалению. Так бы они еще больше бабок сделали. В общем, так появился трек «Йоу, собаки» Наруто Узумаки, который называется на самом деле «Мультики». Его поют не Get the Dogs. По факту его даже не Элвин Today поет. Тогда у меня был никнейм TK Apple City. Это были такие, знаете, крутые американские никнеймы. TK, CJ. Две буквы, да, начальные? Две буквы, да. Причем K... Как Фио. Да. Причем K это даже не моя фамилия. K это типа Кенни, короче. Я так в Counter-Strike тогда Нифига себе, прикольно. Ну, я думаю, мы можем перейти к треку «Мультики». Да, брат. Йо. Блин, это легендарный трек, это я просто скажу так, что это обязательно нужно вспомнить в любом случае. Трек моего детства, я просто, тоже смотрел аниме, там, Наруто, там, и так далее, и это просто выходит, я такой, ебой. Ну вот, и у нас сегодня спешл для наших слушателей в нашем прямом эфире. Элвин Today исполнит трек «Мультики». Жанна Дауста. Йо. Наверное, биток чуть погромче. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки. Да, и, кстати, я будущий Хокаге. У меня все круто, я же все-таки Наруто. Ненавижу Оричимару и Кабуто. Знаю много джутсу, ненавижу бутсы. Лучше клонов Резингана не найдутся. У меня фанаты, плюс я люблю Хинату. Немало друзей и однокомнатная хата. Йоу, все классно, меня зовут Саски. Я ненавижу Итачи, брата из Акацки. Фанаток моих море, слезы, боли, горе. Я люблю одно, использовать чидори. Когда сижу на хате, изучаю все печати. Мне пофиг на Коноху и на генинов, кстати. Я с Оричимару, теперь я ниндзя звука. Недавно Наруто нападал, понял, сука? Да, доведя такому. Джутсу изучаю, Саски обожаю. Опускаю, плавно обучаюсь. Ты Хокаге, озорной медика, еще мастер драки. А я Джирая, всегда отдыхаю. Супер Санин, лягушек уважаю. Типа это про Аватара Анга, да? Да. Let's get it. Мое имя Анг.
я аватар. Меня креста накурила, я суперстар. У меня есть друзья, моя суперкоманда. Мы крутики, потому что мы банда. Мне 100 с лишним лет, я несу бред. Дайте мне совет. Я сока, крутой мачо, блатной супер воин. Любой дивы достоин. Я маг воды, мое имя Катара. Я классная, я девчонка аватара, я топ крутышка, и пусть я коротышка, любому магу земли не даю отдышку. Меня зовут Апа, я последний зубролет, летающий зубр, аватара самолет. Меня зовут Зука, аватар, сука, у меня есть дядя, он круче Наруто. Это я, Айро, обожаю чай, заходи в мой кишлак, будь жирный как ишак. Я свинка Пеппа, фанатка рэпа, да, я слова забыл. Это было круто, брат. Это было круто, да. Найс. Немножко в ушах, да, типа бита чуть-чуть. Да, бита чуть по... Да, было. не хватало. Он очень-очень тихий, я его почти не слышал. Да, но я думаю, это типа мы окунулись в свое детство, это было очень круто, братан. Да, Блин, спасибо. спасибо за трек. Я вообще, типа, это понимаю, андай, өзіндік бір уақытында балалықпен жазылған дүние ғой негізі, Да, это именно такое, что мы просто угорали. Есть, короче, несколько мифов, связанных с этой песней. Мгм. Первое, многие думают, что я там в рекламу запустился, что-то, короче, а я ее даже не выпустил. У меня сестренка ее скачала с компа, говорит, я буду слушать. Я такой, слушай. Я хотел пойти на нормальную студию, записать в качестве. Может, там бит перебить, мне бы там подсказали. Ты, получается, это дома записал сам на свой майк? Да, это микрофон скайпа. А. Микрофон скайпа, хип-хоп и J4. Люди старше 28, наверное, знают, что это за И программа. помнят по-любому. Да, Конечно. помнят, у кого-то даже диск, наверное, дома лежит. Она просто взяла этот трекан, Ага. показала друзьям, те показали друзьям, те показали друзьям, те показали друзьям. И вот так да, из и рук так, в короче. руки. Все, да. Это же песня из поколения Bluetooth. Вот, кстати, я помню, когда порта. Я вообще же сам с Караганды, и когда я в Караганде жил, получается, в школьное время, и у меня кенты тоже друг другу вот так передавали по экпорту, по блютузу. Да. Ты слышал новый трек про Наруто вышел, вот такая тема была. Но она очень сильно разлетелась, это клево. Многие думали, что это официальный саундтрек. Официальный саундтрек? Подтыренный бит доктора Дре, официальный саундтрек, я думаю, нифига. Тогда же мы вообще не в курсе были, что такое, типа, авторские права, что Да. такое, там, сэмплы, не сэмплы. Ну, как минимум, простые люди об этом точно не знали. Да, есть еще, короче, еще один миф. Многие думают, что там крыса накурила, короче. там Крекс. Там Креста. Креста. Тойота Креста, короче. У меня просто у кентов тогда была группа, которая так начиналась. Ага. Креста, короче. А. Это отсылка на них. Там, Прикольно. в моменте, где про Айро заходи в мой кишлак, будешь жирный как ишак, это мне бабушка все время говорила. Еще тогда втыкал за отсылки. Многие не понимают, типа, причем тут фанатка Пеппа, раскрою правду, ни при чем. Это просто ради рифмы было Да-да-да, сказано. фанатка рэпа. Да, мультики же, типа, Ага, я такой, да. думаю, надо еще какой-то Да, мультик, да, там да, на да, строчку хватило. А вот эта последняя штука, которая, я слова забыл, Ага. в то время была реклама сока, Ага. и там, короче, ребята, фруктовый сад, по-моему, назывался, и они во фруктах, короче, типа, я апельсин, я такой один, там, я мандарин, Ага. и там последний... С рифмами. И последний там яблочко такое, а я яблоко, я слова забыл. Я такой, блин, это офигенно. я хочу это Ну, на тот вставить. момент это прям смешно, да, по Да, идее в было? принципе, Да. да. Есть еще такой прикол. Я работал вожатым в лагере, Мгм. и когда я приезжал, ребята пели вот эту песню, и на моменте, которое, другое слово, которое собака, да, скажем, их заставляли отжиматься, но их это не останавливало вообще никак. Они типа один фиг пели вообще, не выбирая никакие слова. Ага, Прикольно. Понятно, бро. Я вот, когда готовился, вот вообще, типа, искал про тебя информацию, вообще, типа, мало бэкграунда, в котором ты был. Я в основном смотрел только батлы, и там некоторые Еще маленькие батлы. интервью, да. Я просто хочу, типа, познакомить тебя со слушателями немножко поближе. Вот ты можешь, типа, описать то время, как ты начинал, с какого ты крю, там, не знаю, у тебя команда была рядом с тобой, и как ты вообще стал вот
с обычным парнем, который со скайпа пишет рэпчик, стал гострайтить, не знаю, всем любимым рэперам, твоих любимых рэперов, не Ну, знаю. тут все очень прозаично, на самом деле. Я и Баха Джакалип, мы друзья детства. Вау. Мы, короче, познакомились в песочнице, но не детьми, короче. Ага. Ну, типа, там, я пришел как-то на Школьниками. баскетбольную площадку, да, он там играл в баскет, я его выиграл в баскет, потом мы такие, давай рэп читать, я его и там уничтожил. И Нормально. вот он поэтому на этих комплексах выехал и так далеко зашел. Что? Вот, ну мы типа с тех времен очень сильно дружим, и в моменте я всегда, как бы у нас на районе всегда всем было лень писать тексты, а я графоман прям. Ну это твоя стихия, в Типа, общем. да, я могу, типа, хоть целый день черкать тексты, и мне вообще по кайфу. Я поэтому их не учу, не запоминаю, потому что чем тратить Много, время да, текстов. на изучение текста, ну, на запоминание текста, я лучше новый напишу. Типа, нафиг он надо. Пока льется еще, Пока да. льется, да. И в моменте, ну, я продавал вот так вот там по 1000 тенге, 5000 тенге. Текста. Да, и Баха говорит, типа, давай пойдем ко мне на студию, вместе будем песни. Он биты писал, я тексты, и мы так лет, ну, наверное, 10 зарабатывали деньги. Он находил клиентов, он вообще ничего себе. дикий коммерс, он умеет делать деньги, ну, по нему видно, я думаю, сейчас. Он всегда понимал, как, кого обработать. Он вообще дико продает. Я один раз видел, какой чувак, он пришел в магазин купить часы и кому-то продал часы, понимаете? Типа, из этого же магазина я такой думаю, блин, мужик, ты гений. Мощно, мощно. Это невероятно. И, ну, он всегда находил каких-то типов, он был более-менее популярный, у него там была уже песня «Ты для меня», если кто-то помнит, это очень такое, это его относительно первый хиточек, он с ним уже начинал выступать по клубам, и он затягивал всяких ребят, у которых были деньги, они приходили, покупали у нас была студия, мы на этом, по сути, делали деньги долгое время, а потом у него СНД зашел, и он говорит, блин, мне, короче, надо очень часто ездить на концерты, у меня уже ни энергии, ни сил не хватает на написание текста, типа, давай ты будешь мне помогать. И мы таким образом начали работать, я начал ему потихоньку помогать текста писать, где-то я дописывал, где-то он мне просто рыбу скидывал, там что-то набубнил в микрофон, вот, преврати это в текст, я такой, окей, ладно. И я на этом наработал руку, наработал себе имя, наработал репутацию, и такая молва пошла, я в меру, как бы, своей стеснительности достаточно скромный человек, я не хожу нигде, не ору, там, эту песню я написал. Но, тем не менее, даже таким образом Всевышний так распорядился, что люди приходили и говорили, ой, ты же ты писал текст Джакалибу, я говорю, ты у него в студии сидишь, да, наверное? И таким макаром я начал зарабатывать, продолжил зарабатывать, и потихоньку в мою жизнь ворвалась Сеймо, и для меня долгое время Баха Джакали был единственный звездный персонаж, которому я помогал вообще в создании творчества. Там кенты, что-то но оно не выходило в какие-то массовые штуки. Потом пришла Сеймо, и мы начали работать вместе с Молей. Люблю тебя, сестра, если ты смотришь. А вы до этого были знакомы? Нет, ну как она меня нашла, и там мой номер кто-то дал. Всё, Я понял. в момент нашего знакомства... Уже по рабочим моментам да, познакомились. я был в Киеве, мы писали тогда альбом Бахи «Выход в свет». Это вот Диджаду, стендап и все прочее. И вот она мне написала, типа, хочу поработать. Они тогда уже не работали с Мариартом. И она в таком, в переходном моменте от той Сеймо с голос или песни, песни, да. переходила уже в свое какое-то уже осознанное творчество. Она пришла, и мы начали экспериментировать. Мы много жанров попробовали. Мы сначала добили весь ее материал, который был, потом начали писать уже свой авторский. Так появилась песня «Лям», которая дала ей хороший буст. Уже опять, вернулась к концертной деятельности. Ну и мы по сей день, в принципе, работаем, просто уже не так активно, потому что, опять-таки, у нее концерты, все дела. Да, у меня вопрос такой. Вот ты говорил насчет Эминема, да, ты слушал Эминема, там, сказал то, что ты по большей степени был батл-рэпером. Да. Вот у нас в Казахстане, типа, вот не прижилось, да, этот батл-рэп, типа, как, например, в России тот же Слово, Версус, такие обороты, не знаю, в те года, типа, вот брали, вот недавно,
в 2018-2019? Как сказать, не прижилось. Почему? Исло Дему это чемпион 140 BPM батла. У нас есть очень много имен. Иден Рейдж был на Версусе, Нурик Бионд был на всех больших площадках. Есть хотя бы один казах, который... Ну, батл рэпер, да. разнес Я просто круто. говорю о том, Алфавит, первый Версус. Да, собрал. алфавит, да, это алфа. Так что Точно, мы- точно. Мы берем качеством, а не количеством. братан. Кстати, да. Не, я говорю Хорошо именно сказано. Внутри Казахстана? Да, да, да. Да, у нас же половина, большая часть рэперов нетрезвые ходят. Это безответственные люди, к сожалению. А батл рэп это такая вещь, где ты должен быть собран хотя бы недели 3, а у чуваков на 3 часа иногда не хватает, к сожалению. Сейчас уже боль-моль, все подросли, все поняли, уже появились гонорары. Есть 3 площадки, которые... Одна, правда, уже сдохла. Это LMT, я представляю LMT, к сожалению, это превратилось из площадки в тусовку. Оттуда Мариарт, между Да, да, прочим. да, я видел. А Да. LMT Луни площадка Бэнк. это как лейбл или что это? Нет, это батл рэп площадка, где проводились BPM батлы, акапельные батлы. Все понял. И все, кто вышли из слова Казахстан, они и там уже собрались. Сейчас существуют активные только 2. Вот Каракурт, кстати, автор слова, да, он заново вернулся в движуху. У меня недавно был батл на его площадке против Тима Гавруна. Вроде скоро должен выйти. И есть Раймбек. Ребята сейчас пытаются, ну вот, хоть как-то держать на плаву бэтл-рэп-культуру в Казахстане, но, к сожалению, что в России, что в Казахстане с уходом звезд из этой субкультуры, Да, да, да. сама субкультура, она стала такая, чисто для адептов жанра, типа, мы любим бэтл-рэп, и мы будем бэтлиться друг с другом, Да, и да, да. немножко свежей крови не хватает, и не хватает звезд, которые хотят Вот, в этом всем вот у меня еще типа такой вопрос. Я смотрел батлы, да, там разного рода. И есть панчлайны, типа, и многие слушатели вообще, типа, не понимают, что такое панчлайн. Например, те люди, которые... у меня такой вопрос. В батл-рэпе есть свой своеобразный какой-то панчлайн. Правильно? Там сетап, какой-то панчлайн. Потому что там все собрались текстовики и там так далее. А в обычном, типа, в попсовом рэпе, грубо говоря, тот же Усеймо или так далее, ты таких панчлайнов не услышишь. Но есть цитаты, которые становятся, типа, хитами, как будто это панчлайн. Ну, вообще... Вот Прикольно. разница между ними. Разница между ними достаточно простая, просто батл рэп объемлет все виды панчлайнов, вообще все. То есть бывает долгий сетап и панчлайн, а в обычной музыке люди в основном просто запоминают последнюю строчку четверостишья. Но на самом деле вот эти первые 3 строчки, оно и есть сетап. Есть схема, то есть когда ты делаешь несколько однострочных панчлайнов, да, то есть тут очень много, просто в музыке у тебя чуть меньше текста, поэтому чуть меньше разнообразия, и работают более простые приемы, такие как ассоциативный ряд, когда ты просто описываешь что-то, и тебе не нужна ударная строка. Это если читать под бит, да? Ты Да, про да, это? да, если не под бит, да, вот есть просто для меня эталонный батл под биты, это Гига против Энди Картрайта, где Энди Картрайт просто хоронил его три раунда подряд, он просто уничтожал. Там через строчку панчлайн на самом деле. Ты... Как там было? Ты... Все трахнули игру, ты... отвел ее домой. Да, это было проводил ее домой. Жестко. Это бил. Это гигабайт, и там что-то... Да, гигабайтер ворует хиты гигабайтами. Жаль, да, Индика. Очень жаль. Rest in peace, Энди Картрайт. Те, кто... Да, Иман Долсон. Вот скажи, типа, как твои самые топовые панчлайны? Мои самые топовые панчлайны? Да, свои, либо чужие, не знаю, хотя бы топ-3. Ну, мой самый любимый, он, конечно, очень тупой. Но, типа, я спрашиваю, был не bullshit. Это щит, да, это щит. А был не, это был bullshit, короче. Кайф. Жестко, Это то, что навскидку вспомнил. Был bullshit. Да, а так, ну, типа, я больше все-таки, я люблю сторителлинг, люблю рифмы больше, чем панчлайны, потому что
когда ты гонишься за панчлайном, ты нередко гонишься за реакцией зала, а когда ты повествуешь, рассказываешь, Ты от себя все тебе вообще говоришь. пофигу, Мгм. да, типа реагируют, не реагируют, тебе главное рассказать. Но все равно в конце какая-то кульминация происходит, и это и есть панчлайн. Мгм. По сути, сетап панчлайн — это когда ты просто что-то рассказываешь и подводишь итог. boy. То есть в обычном творчестве для массового слушателя это больше заходит. Когда ты Прикольно. даешь какую-то жизу в песне или просто ты искренне рассказываешь, а когда ты Да, работаешь... когда это жизненно, оно больше залетает людям. Да, и панчлайн чаще всего это что-то жизовое просто. Ну, либо жизовое, либо максимально не Трэш, вообще, да, чтобы какой-то этот- сюр, и ты С не ума понимаешь, сойти. что они вообще Да, говорят. и я вот смотрел, типа, там, Apple Music, твой Инстаграм пролистал, типа, там, Spotify, ты там в Инстаграме говорил о том, что у тебя там микстейп выходит, до предыдущие, типа, там, посты, я видел, у тебя там микстейп дропнулся, там, и так далее. Я потом начал искать, там, ни Спотики, ни в Apple, В ВК, скорее всего. Да, не я- нашел, короче. я- Почему так? И вот ты сейчас сегодня будешь презентовать альбом, я хочу просто, вот как Элвин Today, как, не как гострайтинг, а как Элвин Today рассказал свою хронологию альбомов и микстейпов. И какой это по счету будет альбом? Это будет, ну, это же не дебют, реально? Ну, Правильно? вообще не дебют, да, в 2021 году я выпустил альбом «Без выходных». Это концепция Уже 2 года. от разгульной жизни к каким-то семейным ценностям. Там, в принципе, если вот эту мысль в голове держать и слушать альбом, там первая песня начинается о том, как мы это фит с Делекуром, и о том, как мы гудим и тратим бабки, а последняя песня о том, как семья самая важная в твоей жизни. И там потихоньку идет трансформация, короче, от песни к песне. Мысль, она становится все светлее, 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 и потихоньку ты вот так... Прикольно. То есть оно не прям так явно, но я не люблю прям максимально явно. Но это ценители делать. это точно Ну, заметят. типа человек, который хоть немножечко включает голову, он в принципе понимает. И там на обложке отрисован человек от такого как раз хлябистого, да, скажем так, в полукуртке, короче, и во второй, в правой части там человек, там железная рука, короче. О. Это рисовал Gamma Overdose, shout out to Gamma. Shout out, my man. Он, короче, он прям, я ему дал послушать альбом, и он прям круто сделал так, что, типа, железная хватка справа. Слева все-таки более такая человечная, Да. животная, скажем так, а справа уже более техничная, более техническая вещь. И он Кайф, очень кайф. круто понял альбом, спасибо ему большое. А потом после этого у тебя микстейп, да, был? После этого были синглы, я, честно сказать, типа, цифры альбомов, как творческая единица, тот альбом «Без выходных» меня полностью удовлетворяет, но хлеба на это не купишь, ну, точнее, только хлеб и купишь. И я вспомнил, что у меня есть еще, как бы, большой опыт написания романтических песен, и на тот момент было, да, ну, и есть до сих пор желание писать такие более романтичные вещи, более понятные, больше о любви, да, скажем так, об эмоциях, о чувствах. И я в тот момент вообще в целом изучал этот вопрос. Так у меня появилась песня «Честно-честно». Она начала неплохо расходиться, и я такой, я начал из нее, пытаться выжить еще какой-то романтический материал, не получилось, но потом у меня опять появились некие, скажем так, отношения, и там появилась песня «Высокоопасно», и потом эти отношения разрушились, и вышел следующий альбом в прошлом году, осенью, он называется «Days 33». Да. Там есть 3 песни, это «Hard Day», очень крутая вещь на самом деле, «Days Like This» и «Fridays», то есть там в каждой песне есть «Days», и 3, поэтому «Days 33», и мне на тот момент было 31, но я шел, почему-то в голове держал, что это идет к 33 годам. В этом году мне 33. Прикольно. Вот, такие вещи. И оно, в принципе, это был период, когда я переходил от, просьб у кого-то взять бит, уже начал писать какие-то свои вещи. И я понял, что когда я пишу бит, мне больше нравится писать все-таки что-то лайтовое, легкое, романтичное. И я понял, что, может быть, я просто убегаю от вот этой своей стороны, да, более чувственной,
То есть battle рэп это все равно, в творчестве все люди травмированы, и для меня был battle рэп это способ так высвободить свою агрессию, и прикольно. по проходу времени я понял, что в принципе... Нет, да. не осталось этой агрессии, типа, просто осталась вот эта светлая какая-то, вот, не знаю, Нет, почему лайтовая, да? агрессия осталась, но она уже больше такая спортивная. В тот момент это было желание доказать рэперам, что я круче всех читаю, потому что это факт. Ну, у нас Давай, уже да. половина видеострима уже прошло, у нас осталось совсем немного времени, и думаю, можно переходить к тому моменту, для чего мы, в принципе, сегодня все собрались. Да. Это презентация нового альбома Элвина Today. И, бро, мы можем начинать? Да, я думаю, можем. Сейчас только мне нужно, чтобы бит громко играл. Давай попробуем смастерить сейчас. Мы начинаем. Первый Да. трек. Просто когда он будет читать, просто наши микрофоны отключить. Я выключаю их полностью. Ага, и типа там на этом, типа, поднять биточек. Да. Вот, грамотно. Ну, так. Погнали. Мы не так много понимаем про любовь. Люди говорят, она дарит только боль. Мы с тобой напуганы, ведь мало настоящий. Но может мы из тех, кому в этом повезет. Мы не так много понимаем про любовь. Люди говорят, она дарит только боль. Мы с тобой напуганы, ведь мало настоящий. Но может мы из тех, кому в этом повезет. Я не знаю. Всегда пугает итог. Мы покупаемся на ширму из обыденных слов. Глупо играем снова в душе свой объем и бетон. И снова чувство не раскроется в букете цветов. Люди всегда одиноки, и счастье вдалеке никогда не увидит бинокль. Не опускаем всех обид и для чего-то их копим. Я надеюсь, мы с тобой пойдем дорогой особой. Дарю тебе океан, где я набираю номер, и ты не занята. Это наивные мечты, надеюсь, это не так. Но скажи, откуда мне это знать? Мы не так много понимаем про любовь. Люди говорят, она дарит только боль. Мы с тобой напуганы, ведь мало настоящий. Но может мы из тех, кому в этом повезет. Мы не так много понимаем про любовь. Люди говорят, она дарит только боль. Мы с тобой напуганы, ведь мало настоящий. Но может мы из тех, кому в этом повезет. Я не знаю. Это вот самая классная часть песни. Вот она. Вообще найс интро, вообще кайф, топчик. Да, тут в целом небольшой, пролог для альбома. То есть это альбом об изучении стадии отношений. Вот первая песня о том, когда вы только познакомились, пригляделись, ты еще не втыкаешь, короче, будет оно, не будет. Нравится просто, хочешь что-то и надеюсь, что вам повезет, потому что и одновременно в этой песне есть такое второе дно, оно говорит о том, что типа уже были какие-то неудачные вещи, и там в принципе вот в последний кусок, который идет полностью инструментальный, он как раз-таки отражает моего лирического героя как человека, который уже, чуть-чуть устал, короче, от поиска всей этой любви, ему все это Да, как будто это последний шанс, да? Да, как будто последний шанс, типа, можно в этот раз... Круто, Да, круто, чтобы круто. это сработало, да. Блин, это очень круто. А вообще, кто за продакшн отвечает? В общем, как я говорил я вот последние 2 года все стараюсь делать сам, кроме звукорежиссуры, да, то есть битло я сам написал, но на этом альбоме есть 2 песни, это «Если», и самая последняя рифма о боли, где я взял биты у своих друзей, у Абулхаира и у Маквина, маэстро Маквин сделал мне вообще очень бомбовую вещь. Ну, это мы еще сейчас услышим, Да, да? мы да. это еще услышим, и там как раз-таки прикольно. Я потом постфактум понял, что и даже в этом есть некий подтекст. Я о нем расскажу чуть позже. Мы Давай, переходим ко давай, второму следующий треку с трек, этого да. альбома, и трек называется «7 раз в день». Давайте послушаем все вместе. Я пишу 7 раз в день, чтобы ночью раздеть. Тебе надо им, не надо мопей. Хочу любви, хочу новых эмоций.
Подари мне еще одну порцию. Я пишу 7 раз в день, чтобы ночью раздеть. Тебе надо и мне надо my babe. Хочу любви, хочу новых эмоций. Подари мне еще одну порцию, babe. Я знаю, ты устала, я купил вина и заказал еды, в которую ты дико влюблена. Все, что ты хотела, есть вот именно. Я знаю, тебе хочется любить именно меня. Привет, привет, как ты? Включим кино, не досмотрим и ладно. Да, я виноват, но все так шоколадно. Завтрак в обед будет завтра, но сегодня целый день занята. Я целый день занят, целый день занята. Я пишу 7 раз в день, чтобы ночью раздеть. Тебе надо и мне надо my babe. Хочу любви, хочу новых эмоций. Подари мне еще одну порцию. Я пишу 7 раз в день, чтобы ночью раздеть. Тебе надо и мне надо my babe. Хочу любви, хочу новых эмоций. Подари мне еще одну порцию, babe. Я знаю, ты устала, я закрутил легкую романтику, как нужно нам аперитив. Шепот у меня намекало, время к делу перейти. Ты только захотела, только я тебя опередил. Силуэты на стенах, эти постельные тонады и приятный оттенок, yeah. Ты ведешь себя откровенно, я знаю, каждое касание твое драгоценно. Но ведь я завтра буду целый день занята. Я целый день занята. Я пишу 7 раз в день, чтобы ночью раздеть. Тебе надо и мне надо my babe. Хочу любви, хочу новых эмоций. Подари мне еще одну порцию. Я пишу 7 раз в день, чтобы ночью раздеть. Тебе надо и мне надо my babe. Хочу любви, хочу новых эмоций. Подари мне еще одну порцию, babe. Но меня этот проигрыш в конце просто разнес. Это Да, что по за ощущению, кайф? как будто в каком-то, не знаю, в Алмате ночью, вечером Да, идет маленький либо на такой самокате, легкий либо на ливень, Да, да, ну, ливень, да. Это в целом, короче, песня о том периоде, когда вы уже, типа, после первого поцелуя, да, назовем Ага. это так, по-детски, там, по-взрослому, чуть по-другому. Мгм. И это, в принципе, вот об этом, вот этом периоде, да, конкретно букетный, когда вы, там, типа, постоянно общаетесь, Да-да-да-да-да-да. хотите видеться, но прошлой жизни не отпуская, там, на работе, с друзьями, надо видеться. А ты пишешь ей 7 раз в день, приезжай, запомнила. А по звучанию-то видно то, что от джаза, да, немножко такого элемента и вообще, Ну, в типа, ты целом- фанат джаза в или вообще? целом, я фанат просто очень старой школы хип-хопа. Сэмплинг. Сэмплинг, да. Мгм. Это я весь альбом собрал из сэмплов, я ни ноты сам не сыграл. Вот, во. И- Это офигенно. Но, блин, в этом треке что круто, драм-партия и сами мелодии, и сэмплы, они прям очень друг друга круто дополняют. Я Да, вот ну, кайфанул для прям. меня прям вот очень важно, когда вот многие любят просто наперекор идти, а мне нравится, когда бит танцует с мелодией. Когда Во. флоу не мешает слушать драм-секцию. Да. Многие просто стараются. Многих ведет драм-партия, а мне хочется, чтобы всегда флоу и драм-секция. У нас, гармонично у было нас всё, да, осталось вместе. буквально 20 минут. Давайте перейдем к следующему треку. Трек называется Go, Go. и это Let's трек go. номер 3 с этого альбома. Влюбиться хочу, но хочу не так сильно. Коснуться тебя не только тактильно. Поверь, я не знаю, как играть в этом фильме. Поверь, притворяться другими дебильно. Я не хочу врать, я хочу знать, кем могу стать. Типа устал, но ты don't stop, это поздно. Чувства взлетают на воздух. Во мне взрывается все, что я хотел тебе сказать, но молча. Снова сделал шаг назад той ночью. Снова дал по тормозам, мне срочно. Надо понять, что почем и сказать тебе go. 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 Надо понять, что почем и сказать тебе go. 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 Надо понять, что почем
чем и сказать тебе, wow. You look so hot, and I'm so hot. Люди вокруг меня бесит, baby, no lie. Тащит меня в толпу, не прикольно. Мои нервы по швам, ты довольна. Я ловлю твое увлечение. Образы другие, не желаю примирять. Не могу понять, не хочу меняться. Снова пишу тебе, что там what's up, yeah. Я хотел тебе сказать, но молча. Снова сделал шаг назад той ночью. Снова дал по тормозам, мне срочно. Надо понять, что почем и сказать тебе go. 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 Надо понять, что почем и сказать тебе go. 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 Надо понять, что почем и сказать тебе wow. Там-пам. Вообще другой трек. Другое настроение, прям, если честно. Да, он уже о том, что, типа, начинаешь сомневаться, он уже более кипишной, чуть менее человый, короче, ты уже... Еще такой- 808 прям отсаживает вот Да, это, да, да. и там уже там по тексту, если, ну, потом покопаться, там Мгм. понятно, что чувак чуть-чуть уже такой, она его уже чуть-чуть подбешивает. А, Но он не понимает, типа, хочет он с ней быть, не хочет, но себе внушает, что хочет. Прикольно, вообще прикольно. Ну что, переходим к следующему треку. Ну давай, Это... сейчас у меня такой вопрос. let's go. Вообще, типа, я вот слушал и забыл просто вопрос, сорян. Вообще, типа, вот сколько ты примерно писал этот альбом? Блин, на самом деле тут есть песни, которые уже по года 3-4, но собирал я его... С архива вытащил, Да, да? с архива вытащил, вот он как раз вспомнил, вставил, а так я его написал, на самом деле за месяцок я его написал, и, ну, где-то месяца 2-3 я его сводил, Мгм. ну и потом он у меня еще 3 месяца лежал, и я такой думаю, блин, надо еще, надо еще, надо еще. Я в момент такой, все, стоп, он написан, остановись. С трек-листом долго определялся, сколько треков будет? Минут 15. Вообще идеально, вообще шик. Давайте Ну что, тогда, переходим к да, следующему следующий треку. Трек «Если-если» номер 4 с этого альбома. Если. Если мы улетим, и все-таки я честный, и спорить со мной будет уже бесполезно, и мы займем с тобой наше место, так чудесно. Если мы улетим, и все-таки я честный, и спорить со мной будет уже бесполезно, и мы займем с тобой наше место, так чудесно. Если. Поругались, разбежались, вернулись и посмеялись. И так цикл уже крутится год, ведь мы не знали. Засыпаем тяжело, ведь проснулись от ожиданий. Бытовые разговоры на нас это дико давит. Я беру 2 билета, мы валим. Просто скажи мне, куда мы, выключи трубку надолго. Мы с тобой очень устали, с видом на море. Мы в номер иска, что мы так искали. Ты мне не веришь, я знаю, но если мы улетим, и все-таки я честный, и спорить со мной будет уже бесполезно, и мы займем с тобой наше место, так чудесно. Если мы улетим, и все-таки я честный, и спорить со мной будет уже бесполезно, и мы займем с тобой наше место, так чудесно. Если. Да, уже немножко стало грустновато. Да. По вайбу чуть-чуть Здесь уже немножко расставание, да, как Ну, будто? здесь уже, да, Ссоры, короче, напряги уже такого, уже как бы, Думки. уже притерка начинается, короче. И Да, вот это типа. если, оно, это, по идее, честно, 2, вообще, по идее. Там даже если ссылка есть, все-таки я честный. Ага. Типа, это все про такое, Надо что, будет типа, переслушать честно-честно и потом еще раз, если Да, если. если подряд слушать, вообще, типа, какой-то вот такой. Потому что если она мгм. такая, знаете, я тебя люблю, не могу, а тут, блин, ну, может, надо, короче, это все держать, надо все за это держаться.
типа, мы с тобой уже год хаваемся, уже столько времени потрачено, Да, давай не да. будем сдаваться, короче, оно все обратно. А если я не ошибаюсь, в этом треке ты говорил, если ты брал бит у кого-то, да? Да, это невероятный композитор Абдраш Абулхаир. Он мне вообще скидывал эту песню, говорит, как тебе трек? Я говорю, скинь мне бит. Просто забрал. У меня было очень много геморроя с этой песней, потому что он ее уже опубликовал в Ютубе. У меня там, по документам были заморочки, короче. Ничего себе, Но в даже целом все решилось, поэтому спасибо, Абл. так. Респект. Да, дикий. Переходим к 5-му треку с этого альбома. Трек называется «Когда ты со мной» в исполнении Elvin Today. Let's get it. Эй, когда ты со мной, я словно позабыл про мир вокруг, я падал на дно. Только ты навек касания губ. Когда ты со мной, я словно позабыл про мир вокруг, я падал на дно. Только ты навек касания губ. Тянет, почему ты так тянет, тянет, почему ты так тянет. Один конец на другое начало. Я не хочу ходить около, я понимаю, между нами ни много, ни мало. От объятия до скандала самый короткий момент. И снова на работу, как марафонец. И понес моя мобила вне зоны. Потом домой дико сонный. Где-то находим резоны, аттракционы, эмоции, горки по новой загоны. Но почему не уйду, не знаю. Когда ты со мной, я словно позабыл про мир вокруг, я падал на дно. Только ты навек касания губ. Когда ты со мной, я словно позабыл про мир вокруг, ты падал на дно. Только ты навек касания губ. Тянет, почему ты так тянет, тянет, почему ты так тянет. Сколько раз хотел, уже думали финиш. Думал, идешь, не обнимешь, все мои чувства отнимешь. Ты-то горишь, что остынешь, кипишь и взглядом окинешь. Холод в глазах и душа в холодной лощине. Не знаю, для чего держусь, зачем я не отпускаю. Все это тупо стираю, куплеты, драма. Не надо согреть бы, чтобы забыли секреты. Дым сигареты, пускай под потолок ожидает твои приветы. Ну как ты? Когда ты со мной, я словно позабыл про мир вокруг, я падал на дно. Только ты навек касания губ. Когда ты со мной, я словно позабыл про мир вокруг, ты падал на дно. Только ты навек касания губ. Тянет, почему ты так тянет, тянет, почему ты так тянет. Еп. У нас Такой осталось... лоу-файный. У нас осталось 10 минут, и я думаю, может быть, сразу продолжим Давай, к go, следующему let's get it. треку, чтобы мы успели полностью весь альбом прослушать. Трек называется «Ты токсик». Ты токсик, дикая токсик, толила дико мне мозги выносит. Ты токсик, дикая токсик, толила дико мне мозги выносит. 3 диалога подряд, как пуля моя голову, я сам виноват, все по-новому. В голове опять нарифмовано, сердце опять арестовано. До чего опять ищу поводы набрать, когда надо понимать, не готовы мы. Почему-то все мои слова заколдованы, эмоции закомплексованы. I think I like you, снова подойду к майку. Я не шучу, а ты шутишь, и мое все наизнанку. Ты токсик, дикая токсик, толила дико мне мозги выносит. Ты токсик, дикая токсик, толила дико мне мозги выносит. Снова тупая депрессия, скучно мне было, когда тебя не было рядом. Снова в тяжелом процессе, где теплое чувство окажется ядом. И нахер мне надо все это, тупые качели, игра на запретном. Всего лишь неделя без тайны секретов. Зачем я мечтала о заветном, скажи мне на милость. I think I like you, снова подойду к майку. Я не шучу, а ты шутишь, и мое все наизнанку. Ты токсик, дикая токсик, толила дико мне мозги выносит.
Ты токсик, дикая токсик, толила дико мне мозги выносит. I think I like you, снова подойду к банку. Я не шучу, а ты шутишь, и моя все наизнанку. I think I like you, снова подойду к банку. Я не шучу, а ты шутишь, и моя все наизнанку. Еп. Очень-очень мощный крутой, трек. крутой, Прям да. вообще бит и вот мелодия тут. Вот Да, это такое больше вообще. ощущение по ощущениям, как будто кислотный такой вайб. Да, короче. это кислота в отношениях, Да, вот. Ты токсик, да. прям оправданный наезд. когда уже все запарило. Мгм. Давайте переходим к следующему треку. Трек называется «Давай поговорим» в исполнении Elvin Today. Будни покрывают пылью, отрезаны крылья. Мне моя душа напоминает холодильник. Сломанный будильник, сломанный мобильный. Одинокий дом, не хуже плиты могильной. Я снова сплю один, молчание и обид. Ты снова спишь одна, ты снова пьешь одна. Молчание и да-да. Ну давай поговорим так, чисто по душам. Долой твои скелеты, да, я разберу твой шкаф. Скинешь с моей совести дико огромный штраф. Обменяемся проблемами с тобой на брудершафт. Давай мы посидим так, просто во дворе. У тебя есть твоя жизнь, типа с чистого листа. Нарисуем счастье, у меня есть акварель. Не придумывай эскизы, ну же просто перестань. Тут мы нарисуем дом, тут мы нарисуем на. Будет жирный кот, наш сын будет очень умный. Придумай кучу забот, нет денег нам про запас. Но тут есть лишь одно но, все это только рисунок. Вот реальная картина, я там дико накосячил. Самый-самый любимый, как самый маленький мальчик. Избалованный капризами, кучей разных подачек. Он так одинок, но знаешь, что делать дальше. Поднимает свою силу, убивает твою грусть. Все это только картина, да ладно, да ну и пусть. Возьми ты меня за руку, ты там нащупаешь пульс. Жизнь не телевизор, дам тебе в руки пульт. Будни покрывают пылью, отрезаны крылья. Мне моя душа напоминает холодильник. Сломанный будильник, сломанный мобильный. Одинокий дом, не хуже плиты могильной. Я снова сплю один, я снова пью один. Молчание и обид. Ты снова спишь одна, ты снова пьешь одна. Молчание и да-да. Я снова сплю один, я снова пью один. Молчание и обид. Ты снова спишь одна, ты снова пьешь одна. Молчание и да-да. Кайф. Мне вообще лирика вообще жестко понравилась. Прикольно. Блин, Если офигительная честно, у меня ощущение, как будто я сейчас послушал на русском альбом Джои Бэддеса, либо Джей Кола, знаешь? Потому да, что вообще не вместе. битовая составляющая инструменталов, оно вот прям в их стиле. И то, что вот сторителлинг у тебя вот этот присутствует, и то, что как бы каждый трек от друг друга вроде отличается, но они еще друг друга при этом дополняют. Да, И в этом плане я прям очень, ощутил, как будто вот есть влияние вот этих чуваков. Ну, это влияние чуваков, которые на них повлияли. Да, но- 100%. Вот что. Но Джой Бэддес и Джей Кол — это топчик. Да. Да, блин, насчет лирики, это, блин, вот в этом треке ты, наверное, вот сам всю себя, вот как или гострайтера, как текстовика, вот прям, знаешь, такого... Да, я выжил здесь. Это был момент, когда я разводился, и это прям вылилось, короче, жестко. Это вот как раз-таки песня, которая очень долго лежала, лет 5 она лежала. Вау. Видно, душа есть в этом треке. Да. У нас остался последний трек с этого альбома. Называется он «Последние рифмы о боли». И Elvin Today зачитает его лайвом прямо сейчас в эфире радио Бастау. Йоу. Я снова ядом сжигал свою память. Мне показалось, что так будет лучше. Мимо пройду, сделай вид, что не знаешь. Давай неловкие фразы пропустим. Не надо мне говорить, как все было. И я тебе не скажу, как могло быть.
С тобой могли улыбаться красиво, но мои чувства ушли в невесомость. Это последние рифмы о боли. Это письмо забываю отправить. Мне не закрыться, экраны откроет. Теперь любить, теперь не моих правил. Это последние рифмы о боли. Это письмо забываю отправить. Мне не закрыться, экран не откроет. Тебя любить теперь не в моих правил. Здесь маэстро Маквин. Я не ходил ни одну, все на тебя похожи. Я разбираюсь об асфальт, но не чувствую кожу. Ты понимаешь, нам не стать, пяток уже прожит. Мы пылали так, что остался лишь прожиг. Я снова путаю забыть и пытаюсь забыться. Сердце хочет тебе назад, но я снова на принцип. Тебе не ту не по пути по жизни. Тебя забыть, но останутся мысли. Это последние рифмы о боли. Это письмо забываю отправить. Мне не закрыться, экран откроет. Тебя любить теперь не моих правил. Это последние рифмы о боли. Это письмо забываю отправить. Мне не закрыться, экран откроет. Тебя любить теперь не в моих правилах. Здесь просто Маквин разнес, я не знаю. Еще битмейкерская часть. Вот она. И чем, Продакшн. да, блин, крутой трек. Мне вопрос такой, типа, вопрос, как твой лиричный герой по концовке, он отказался от боли и сказал, вот... Или переварил. Ну, Мне условно, по ощущениям, будто бы он познакомился с девушкой, вот если по трекам идти. ну, это условно, короче, как этот, он написал ей, типа, все, давай, мы с тобой больше не будем общаться. Мгм, Короче, заблокировал ее везде и забыл о ней. Собственно, это вот этот весь альбом, это все мои удачные и неудачные отношения, скомпилированные в одной. Там почти у каждой песни есть прообраз, есть даже человек, которому это посвящено. К сожалению, это не одна, или, к счастью, не одна женщина. И я все собирал, когда в кучу, я такой, о, думаю, нифига себе. Вот такая выжимка. Есть, Всем привет, да, выжимка, всем привет. Есть единственное, вот здесь в этом альбоме два бита не моих. Это если и последний рифмы о боли. И очень прикольно, что если о том, что мы улетаем на бите чем-то. Да. Здесь, короче, когда уже все, эта женщина от меня ушла, я от нее ушел. И ты уже сам собой. Да, уже сам собой. И на этом бите уже в записанной версии мне подпевает там Аха. И бит от Маквина, то есть два братана поддержали меня. Вот этот Офигенно. звездострадальный момент, короче. То есть я такой, когда уже постфактум об этом подумал, я думаю, блин, слава Аллаху. Сори, я тебя перебью, у нас осталась буквально минута. Твои пожелания нашим слушателям, и мы закончим наш small talk. Слушайте мой альбом, слушайте себя, прислушивайтесь к себе, не расстраивайтесь, если женщина ушла, всегда есть другой поезд. Никогда не огорчайтесь. Будьте собой, любите себя, любите своих родных и никогда не сдавайтесь на пути к своей цели, потому что иногда путь очень долгий. А Romantic Collection, альбом, который выйдет завтра, мы сможем где увидеть, услышать? На всех цифровых площадках, и завтра будет еще видос в соцсетях, поэтому... Да, наблюдаем, да. Ищите меня. Не как пропускаем. Элвин Yes, Today, как слышно, yes. пишешь, только через А, если что.
Это был Small Talk с Элвином Тудеем, и Абл, и Айбек еще были в студии. Всем спасибо, кто подключился к нам на Изи и на радио Бастау. Ну а мы увидимся с вами скоро. Всем пока-пока. До свидания. Е.